30 тисяч рублів штрафу. Окупаційний суд Судака виніс вирок Айдеру Аблякімову у справі про недонесення. За версією ФСБ, він не повідомив, що в 2013 році листувався у соцмережах з таким собі Уміджоном Дададжановим, якого ФСБ вважає учасником іділ. На думку адвоката Софії Шабанової, провина Аблякімова не доведена. Також в окупаційному суді не змогли підтвердити, чи існує Дададжанов, чи живий та де він перебуває. Стольких несоответствий фактов суд все равно взял за основу приговора обвинительное заключение прокурора и фактически полностью скопировал это обвинительное заключение в своем приговоре. Непонятно, зачем нужно было в течение года затрачивать столько средств с федерального бюджета, создавать видимость рассмотрения процессов и с наличием такого огромного количества нарушений не только органам предварительного следствия, но и самим судом, о которых мы говорили раньше. Они выносят обвинительный приговор моему подзащитному. Единственное, конечно, прокурор просил более суровое наказание, 50 тысяч рублей. Суд смягчил наказание и вынес сегодня Айдеру Аблякимову 30 тысяч рублей штрафа. Захист з вироком не згоден, хоч надії на російське правосуддя не мають, але збираються оскаржувати рішення. Аблякімов провину також не визнав, подякував народу, який продовж року приходив на засідання. В сьогоднішньому судебному засіданні суд виніс мені рішення 30 тисяч штраф, з чим я не согласен. Хотел поблагодарить Джимат за поддержку, за небезразличность. Çok sağ olun, Allah razı olsun. У цій справі разом з Айдером Аблякімовим у серпні минулого року окупанти затримали ще 3 кримських татар в Нижньогірському та Совєтському районах, а також у Судаку, Енвера Топчі, Айдера Кадирова та Рідвана Умєрова. Окупаційні суди Умєрову та Кадирову присудили штраф у 30 тисяч рублів, а Топчі оштрафували на 40 тисяч. За версією російського слідства, невідома людина, нібито перебуваючи на території Іраку, закликала кримських татар на війну до країн Близького Сходу. Когда-то лет, я не знаю, 8 или 10 лет назад, или 12, было письмо. Откуда, тоже непонятно, об этом не говорится. Мол, привет, как дела? Привет, приезжай сюда. А ты где? А вот там-то, там-то. Даже толком не было сказано. Да нет, ты что, не гони. Приезжай сюда обратно, будем здесь. Да, ну все, давай, ладно, пока. То есть вот подобная переписка была лет, я не знаю, может 8-10 лет назад. То есть непонятно откуда, от кого, что, к чему. Вот за это происходит суд. В Крыму за последние, да, вот 6-7 лет, как мы живем при России, со всех сторон просто-напросто ущемляются права крымских татар. И пытаются это облегчить, такой, знаете, типа это вот экстремизм, терроризм. Но здесь никогда его не было и не будет. Это только лишь придумано и сами как бы Следственный комитет что придумывает, чтобы заработать свои звездочки, чины и зарплаты, конечно. Мы никогда не останемся в стороне, народ всегда будет поддерживать и будет выходить против. Как бы будем надеяться, что когда-то поменяется в лучшую сторону.